Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Сегодня пятница, 18 марта 2022 года. Вы снова на канале Туркмен Халкы ДВТ. Сегодня я бы хотел ответить как кандидат в президенты Туркменистана на некоторые острые вопросы, которые были заданы в социальных сетях, на просторах YouTube. Давайте перейдем к этим вопросам. Вот первый вопрос был от господина Хайплай ТВ. Он пишет: Мурат Курбанов, я вот слышу, вижу, вы часто выступаете, по вашему мнению, все правильно, я с этим соглашусь. Но мне интересно, что дальше? Есть ли у вас возможность отстоять за свои слова и быть президентом? Ну, выборы, которые мы сейчас будем проводить 2 апреля, второй тур голосования, эти выборы будут с очень не жесткой, а с очень мощной идентификацией. Когда мы их проведем, этого достаточно будет, чтобы убедить Европарламент, все международные организации о том, что мы провели честные открытые выборы. И что реально Сердар Бердымухамедов набрал столько-то голосов. Если он наберет больше 50%, значит он выиграл. Если я наберу больше 50%, значит я выиграл. То есть там во втором туре нету сколько процентов наберешь. Есть кто победил. Хоть 100 человек придет, вот из них большинство голосов дали, допустим, за одного кандидата, и этот кандидат победит. Естественно, нужна массовость, естественно, нужно, чтобы весь туркменский народ участвовал в этом. И что будет дальше? Вот как мы сможем эти голоса получить? Мы обратимся в международные организации, международное сообщество, попросим их подтвердить эти голоса и выборы. Если мы подтвердим, мы получим специальный статус. Это что будет? Это правительству Туркменистана дадут специальные рекомендации или требования немедленно переделать выборы. То есть признать эти выборы или же провести новые выборы с участием этого кандидата, который реально выиграл выборы. То есть Туркменистан будет стоять в выборе, или же он принимает эти условия, или не принимает. Если не принимает, то мы попросим, чтобы дали санкции Бердымухамедову и его окружению. Туркменистану дали санкции. Если санкции дадут, власть поменяется в течение месяца. Туркменистан это не Россия. А санкции сейчас дадут мощные, если дадут. Поэтому у нас есть законный путь отстоять свои права. Смотрите, все законы Конституции все законы, которые исходят из Конституции, по ним мы не сможем защитить наши права. Там нету наших прав. Там есть немножко наши права в Конституции, последний переделанный 9-й раз Конституции, где наши права вообще ограничены. Там есть права президента, которые увеличены до невозможности. Поэтому мы по этим конституциям и по этим законам Туркменистана, тем более ситуации к отношению к закону Туркменистана, мы не сможем отстоять никогда свои права. То есть, значит, мы должны руководствоваться международной всеобщей декларацией прав человека и международным пактом о защите прав, гражданских и политических прав человека. То есть эту конвенцию подписал Туркменистан. Туркменистан подписал очень много соглашений и конвенций с Евросоюзом, с ОБСЕ, с ООНом. Он должен выполнять эти конвенции. И поэтому мы, основываясь на эти конвенции, проводим второй тур голосования. И как народ не признаем фальсифицированные выборы, где было меньше 8% участвовала явка избирателей, участвовало избирателей, и поэтому мы не признаем, мы делаем вторые выборы, и мы это попытаемся доказать. Если у нас есть голоса, все, на этом все сказано. То есть мы не просто говорим, убеждаем, там Курбанов приехал, убеждает. Это как приехали все голоса туда. И эти голоса говорят, что это неправда, то, что они показывают официально. За 30 лет еще никто из международного сообщества не подтвердил президента Туркменистана. Не подтвердил ни одни выборы, потому что они все незаконные. Большой, грубым нарушением законов и фальсификацией. Поэтому их никто не принимает нигде. Поэтому их не приглашает никто. Кроме Путина, Казахстана, Киргизстана и все. Индия там и все. Китай и все. Ни один свободный мир их не признает и даже руку не тянет им. Где международные организации, которые заключают контракт с Туркменистаном?
Иран, Индия и вот такие вот страны. Пакистан, другие страны не будут туда, даже не придут туда, потому что в этой стране процветает диктатура, мощная в мире. Поэтому наша задача, используя международное сообщество, а сейчас борьба за демократию идет жесточайшая, мы должны использовать это. Почему мы не используем? Потому что такое Бердымухамедов? Спящий диктатор. Сейчас он только региональный диктатор, но он уже начал делать мировую проблему. В Украине студентов перегнал в Европу. В Европе сейчас они все везде ходят, в Европе просят убежища. И правильно делают. Не хотят возвращаться в Туркменистан. И я их правильно понимаю. По всему миру разбросаны туркмены, просят убежища. Все. И правильно делают. Невозможно жить в Туркменистане. А что им делать? Поэтому мы должны объяснить этому международному сообществу, надо в Туркменистан наладить все. И все эти люди, которые везде ходят, кто-то криминал вынужден делать, кто-то вынужден по-черному работать, кто-то вынужден нелегально находиться. Все они возвратятся в Туркменистан, и в регионе начнется стабильность. И они это прекрасно понимают, чем мы. Поэтому, когда я раньше приходил и говорил, они говорили, ну ты один, ну еще 100 человек. Ну это во всех странах есть такое. А когда мы проведем выборы, и за мной будут многие голоса, что я смогу сделать? Первое, получить статус. Второе, заставить Туркменистан признать выборы. Не признает, должен провести открытые и честные выборы. Значит, не только я, вся оппозиция заедет. И заново проведем выборы. Любой человек подаст свои документы и они должны принять. Любого человека. Вот это я хочу сделать. Мы хотим приехать в Туркменистан и провести новые выборы. Даже если мы уберем смену власти, сделаем этого Бердымухамедовых, мы проведем новые выборы. Поэтому я еще раз напоминаю всей оппозиции, подключайтесь. Мы боремся за всех. Не за Курбанова, не за ДВТ, не за демократические ценности, только людей, которые любят демократию. За всех. Вы можете республиканцем быть, вы можете быть народная партия, еще какая-то партия. Вы можете представлять другие интересы и другие ценности, не только как мы, демократические ценности. Неважно. Важно, мы сейчас убираем этого человека, который узурпировал власть, узурпировал всю власть в Туркменистане, забрал нашу страну, ворует наши все богатства, уводит 80% денег на специальный счет, где запретил налоговой инспекции, Центральному банку контролировать этот счет, сам что хочет делать, Бог его знает, что он там делает, уже 16 лет. 20%, которые поступают в Туркменистан, денег в бюджет Туркменистана, оттуда он проводит строительный бизнес и ворует с Ахмедчалыком. Мошенник. Обманывает весь мир, ворует наши голоса, наши права, угнетает наш народ, обманывает весь мир статистическими данными. Он международный мошенник. Мы обязаны его убрать. И это законный путь. Поэтому моя задача как руководителя моей предвыборной кампании, то есть я как кандидат в президенты, да, я должен добиться победы. Как я добьюсь победы, эти голоса я приведу на международные площадки и буду просить их подтвердить эти выборы. Или же оказать давление на Туркменистан, чтобы они заново провели выборы с участием всех желающих оппозиционеров, которые хотят участвовать как кандидаты в президенты. Вот это. Открыть дороги, разрешить людям свободно переходить границы, прийти в Туркменистан и провести свободные выборы, честные свободные выборы. Вот это мы хотим добиться. Если мы даже сменим эту власть, мы будем это делать. Если мы не сменим власть, мы будем требовать это. Вот наша основная сейчас первостепенная задача. Теперь задает вопрос Давид, 4 семерки, 4 восьмерки, 4 девятки. Куда смотрит ОБСЕ? В России какого-то Навального алкаша героем сделали, а у нас в тюрьмах люди умирают. Где Европа? Даже не хочу писать с большой буквы. Уважаемый Давид, вам Европа в чем-то должна? Она должна что-то вам сделать, если вы молчите, сидите и пишете какие-то комментарии? Нет. Когда в Европе люди умирали за свободу, вы же не пришли, не помогали им. А почему они должны вам помогать, если вы не встаете, ничего не говорите, не приходите на протесты? Причем тут Европа? Если вы не шевелитесь, причем тут Европа?
Это равносильно, ты сидишь дома и говоришь: я не иду в магазин, куда смотрит продавец хлеба, почему ко мне домой хлеб не приносит? Причем тут продавец хлеба? Он даже не знает, что тебе хлеб нужен. Точно так же Европа даже не знает, что тебе свобода нужна, потому что ты же молчишь. Поэтому и Европа не смотрит правильно. Правильно смотрят они. Если человек не хочет двигаться, не хочет свою свободу, значит, ему это и надо. Ему вот это не свобода нужна, значит. Он же так понимает. Он же не будет по домам стучать, бить. Вам свобода нужна? Да. Давайте мы начнем, а вы просто потом придите. Или мы вам победим, все дадим. В этом случае это будет диктатура новая. Но диктатура демократии. Это тоже нельзя делать. Поэтому каждый человек должен идти, шевелиться, бороться за свою свободу. И когда Европа, демократические страны увидят, что ты борешься за свободу, они поддержат. Это называется солидарность. Это не называется, как Путин. Ты хочешь, не хочешь, он приходит, агрессию делает и там наводит свой русский мир. Европа так не работает, к сожалению. И, к сожалению, в хорошем смысле слова, если бы они могли бы так прийти в Туркменистане, сами все сделать, нам бы легче было, но они это не сделают. Мы должны шевелиться. Мы должны сами показать, что мы хотим этой свободы. Опять этот Давид пишет, парень, молодец, он очень активный. Европа выбрала экономику, а не политику в отношении нас. Это были ваши слова. Я так никогда не говорил. Это не мои слова, это Анна Дурды на ОБСЕ сказала. Давид опять пишет, я вам пишу, а мне до слез обидно. Да, вы стараетесь, но это ничего не изменит, пока ваши уважаемые не начнут предпринимать правильные шаги. Уважаемые кто? Туркмены? Ну, вот смотрите, 2 года назад они вообще ничего не делали. Сейчас они и в выборах участвуют, сейчас они и хотят поменять эту власть. Сейчас у каждого на слуху только Туркменистан и этот диктатор. То есть очень большая революция в мозгах произошла. Очень большая революция в их движениях произошла. Мне завалили копиями паспортами из Туркменистана. Я их не принимаю, потому что я их не просил. Они хотят дать копию паспорта и голосовать уже. Это же активность. Это же раньше не было никогда. Раньше Бердмухамедов вытаскивал на телевидение людей, их заставлял плакать, кто бы там ни был, вице-премьер или шофер такси, или работник Минобразования, заставлял плакать, издевался над ними и унижал при всем народе их, хотя они не были виноваты, некоторые из них. Он пугал так, он внес испуг в население. Я вчера разговаривал с Узбекистаном. Люди там, туркмены, боятся, друг друга подозревают, а друг друга скрывают и говорят там да улукпа. В Узбекистане. Да что в Узбекистане? В Америке так люди. Вот этот страх, мы же не получили при рождении. Это система, вот эта 30-летняя, нам вселила этот страх. Поверьте, это самое страшное, когда ты страх в народ вселяешь, этот народ потом ни к чему не способен. Они специально так сделали, чтобы просто управлять этим народом и грабить его. Природные богатства, грабить наши права, грабить наши голоса. Это просто международные мошенники. Нашу правозащитницу, опять Давид задает вопрос, я сам не брал эти вопросы, мне подобрали эти вопросы, я попросил активистов. Нашу правозащитницу убили в прямом смысле. Я до сих пор не могу понять, почему тогда не приняли санкции против правительства. Я точно знаю, есть заключение ООН о том, что Туркменистан должен признать, что убил правозащитник Оғuz Мурадову, и ему дали срок. Но туркмены там пошли, забомбили, пистон дали там и тогда сгладили. Пока. Сейчас мы это все поднимем, и это встанет, все встанет. Потому что никто не требовал этого. То есть ООН сделал заключение, народ молчит, это висит пока в воздухе до поры до времени. Когда мы сейчас начнем вставать, все встанет. Все, что Европа писала в Туркменистан, все, что это, все, кто молчали, выскочат, поверьте. Макгрегор будет первый кричать, орать. Поверьте. Поэтому все зависит от народа. Еще раз говорю, мы должны первые встать. ООН дает все заключения, которые надо. Мы не шевелимся, не используем эти заключения. Мы должны использовать, мы должны требовать. Вот сейчас мы будем требовать.
Я смотрел, Давид опять пишет, молодец. Я смотрел ваше выступление, я рад, что сейчас вы, пардон, сейчас. Я смотрел ваше выступление, я рад, что вы открыто выступили, молодец. Но эта правда им не нужна. Когда же вы все поймете, вы же грамотный человек. Правда всем нужна. Абсолютно всем. У вас к Европе отношение предвзятое. В Европе такие же люди, как мы. Поверьте, в Европарламенте сидят простые люди, вот, которые на улице ходят, это простые люди. Президент на велосипеде ездит, все, это нормально, это не те люди, которые других, как в России, считают как бы низший слой или что. Они нормальные, и когда ты нормально ставишь вопрос, они нормально, без предвзятости решают. Поверьте, я разговариваю с ними. Макрон бы не был, тот бы не был, они нормально общаются. На твоем уровне нормально общаются и по-нормальному все объясняют. У них нету этот Запад, это. Все эти песни этих КГБ, забудьте о них. Это пропаганда. Я живу вот во Франции. Никто ко мне не подошел. Я всех знаю. У меня русскоязычные работают. Никому не подошли, давай пропаганду делать. Это никогда не подходит. И любому может сказать, пошел ты. Если там с радиостанции, телевидения, сами французы им говорят. Здесь свобода. Здесь такого нету. Если бы Европа хотела свою пропаганду сделать и Россию сломать, поверьте, она это сделает и сломает. У них возможности бешеные. Им это просто не надо. У каждой страны есть своя самостоятельность, и они ее уважают. И Туркменистан уважает. Но просто вы не принимаете во внимание то, что Туркменистан днем и ночью 130 дипломатов ходят, доказывают, что в Туркменистане все хорошо. Посмотрите на этих вот подлизов, которые подлизывают правительству. Вот они же поют все хорошо, другие же ничего не говорят. Ну, там Курбанова говорит это же несколько человек, и все. То есть нам надо массовость показать хоть в чем-то. Мы ни один раз массово на протест не вышли. Мы ни один раз массово нигде не показали, хотя бы на одиночных протестах по всему миру 1000 человек вышло в эфир и сказала, каждая по отдельности. Не было же. Почему вы всю вину кидаете на Запад, а вот вы как бы ни при чем? Это ваша страна. Это ваша страна. Это вы там основной актер. Причем тут Европа? Я бы сказал так. Поэтому я думаю, что правда всем нужна, и в первую очередь туркменам нужна. Опять Давид пишет, вы сами заметили справедливо, что Европа выбрала экономику в отношении нас. Им не нужна свобода нашей страны. Вы же сами об этом сказали. Я никогда такое не говорил. Европа не делает экономический бизнес с Туркменистаном. Поймите, нету бизнеса. С чего? Если бы они выбрали экономику, так они приехали туда, заключили контракты с диктатором и так далее, и так далее. Где контракты? Есть контракт с Россией, с Китаем, с Ираном и все. Причем тут Европа? Вы, наверное, насмотрелись этих пропагандистов российских. Им вообще верить нельзя. Вы сидели в тюрьме. Я в тюрьме не сидел, но в изоляторе сидел. Лучше бы я в тюрьме сидел, поверьте. В изоляторе там тебя круглосуточно долбят. Извините за выражение. А я все это видел своими глазами. Все равно я за мир. Нам не нужна такая демократия, как на Украине. Причем тут Украина? Украина жила нормально. Пришла агрессия с Россией, и там война идет. А при чем тут Украина? Украина жертва. Демократия там нормально была. Я туда ездил, с людьми общался. Они счастливые. Путин все, что сделал, он объединил Украину в один кулак. В этом он молодец. А в Украине нормально было все? Там не было проблем? Путин пришел, бомбит это все, и вы хотите сказать, нам не нужна, как в Украине, вот эта война? А при чем тут Украина в этой войне? Они жертва. Завтра на Туркменистан нападет Путин, а он нападет обязательно, если мы не согласимся под него, как говорится, лечь, то что, Туркменистан виноват, по вашему мнению? Я думаю, вы здесь глубоко заблуждаетесь. Я с вами абсолютно не согласен. Демократия, поверьте, единственная гарантия вашей безопасности, справедливости и честности. И братства, и независимости. Нету другой системы. Если была бы другая система, поверьте, я бы сразу другую систему как бы предлагал. Нету. Даже Черчилль сказал.
Самая ужасная вещь в мире – это демократия. Но, к сожалению, мир не придумал ничего лучше демократии. Почему ужасно говорить? Потому что когда ты руководитель, тебя критикуют, показывают на ошибки, убирают народ с работы. А если нет демократии, ты их можешь послать. Понимаете? Извините, я грубо объясняю, но вот так вот в жизни. Опять Давид пишет, и сейчас тоже он с ума сходит, а Европа молчит, поэтому его трудно остановить. Если бы санкции, тогда другое дело. Чтобы санкции поставить кому-то, надо поднять проблему и показать. У нас, если человек не выходит, тем более не показывает проблему, а как можно санкции поставить? От того, что вы имеете в голове желание, недостаточно. Поэтому вот сейчас мы народом встаем, наше конституционное право на голосование показываем, что мы не хотим этой власти, не хотим этого человека, не хотим этого сына, не хотим передачи от папы сыну, от сына другому сыну, это вот преемственность власти. Мы хотим сменяемость власти. Вот это мы хотим показать. Так давайте подключайте, агитируйте людей. Мы сделаем это. Придем в Туркменистан, сменим власть, объявим выборы. Кто хочет, пускай будет участвовать. И вы, и другой, и третий. Кто победит, тот победит, того народ выберет. Но одно надо понимать. Все думают, президентом станут, на гитаре будет играть и на Мерседес ездить. Поверьте, днем и ночью работать надо будет. Там все упало. Все в разрухе. Хлеба нет на улице. Народ сметет теперь президента, если он не будет работать. Поверьте. Надо будет отчитываться каждый месяц перед народом, что сделал, почему там очереди, почему там экономика упала, почему люди не могут это сделать, это сделать. Народ уже не как раньше будет сидеть и молчать. Он быстро встанет, поменяет. Если надо будет там на куски разорвет этого президента. Поверьте, вот это и есть отчет перед народом. Давид опять пишет, молодец. Мурас, вас очень сложно понять, вы держите свой курс, зачем туда лезете? Я не за Путина, я против фашизма. Почему молчали, когда Донбасс бомбили? Почему молчал, когда Донбасс бомбили? Вот это выражение «Донбасс бомбили». В Донбассе дети умерли, а в другом месте дети не умирали. А в Украине дети не умирали. А Донбасс это не Украина. Разве? Если бы русские туда не пришли, Донбасс был бы нормально, как и другой регион Украины. Вы видели интервью Стрелкина? Диркина этого Стрелкова? Посмотрите. Он же открыто говорит. Все было тихо. Я с 50 человек пришел, я это начал, я привел русский мир, и мы начали это все. Из-за меня началось все. Он признался все. Они заставляют людей бороться против Украины. Луганск, Донецк – это территория Украины. Это весь мир подтвердил. Узбекистан, Казахстан – все подтвердили. России там делать нечего. Россия, у нее есть свои территории. Он должен удерживать свою территорию. Никакой угрозы России ни от кого нет. Это в голове у КГБ всегда Запад, Америка, наши враги и так далее. Если враги Запад, Америка, поверьте, они бы уже бы победили. Они предлагают много сотрудничества. Они тоже не такие честные и порядочные, но у них нет агрессии такой против России. Чтобы Россия делала агрессию против Украины. Как можно против своего брата делать агрессию? Украина и Россия это почти одна нация, славяне. Как можно так сделать? Фашисты. Как может быть еврей-президент, у которого дед воевал во Второй мировой войне, быть фашистом? Как это возможно вообще? В голове как это укладывается? А фашист настоящий нападает, бомбит. Даже при фашизме так в Украине не бомбили, как сейчас бомбят. И говорит, мы денационализацию делаем, денационализацию. Какую национализацию? Каких фашистов? Почему вот 20 дней идет война, ни одного фашиста не поймали, не показали, вот он фашист, вот мы освободили одного человека, как бы нашли, вот он фашист. Это как Токаев в Казахстане. 20 тысяч террористов прилетели, вот это. А как они прошли границу? Они что, с парашюта спустились? Или инопланетяне привезли? Или рептилоиды снизу вытащили их? Это, этих идиотов слушать, да, это себя не уважать. Хватит уже. У нас свой идиот есть в Туркмении.
Нам не надо с другими идиотами бороться, потому что у нас нету таких ресурсов. Нам хотя бы со своим идиотом справиться, который запрещает черные машины, другие машины, белые шины, белые поддоны двигателей, белые бампера, белые, значит, боковые эти элементы. У него вообще крыша поехала. Давайте им займемся. Причем тут Россия? Россия, у него свои проблемы. У России есть российский народ. Если ему нравится Путин, пускай Путин будет. Мы будем поддерживать отношения с любой страной, которая имеет своего президента. Нам разницы нету. Он кто? Если он диктатор и он не гарантирует, не отвечает за свои слова, мы с ними работать не будем. Но если он может партнерски нормально работать, хоть он диктатор, мы будем очень осторожны, но мы обязаны устраивать дружеские отношения. Это условие, потому что когда ты руководитель государства, ты должен эмоции, амбиции в сторону убрать. Ты должен выстраивать отношения. Естественно, мы с ним не будем так плотно работать, как с другой демократической страной. Потому что другой стране может доверить. А здесь на тебя завтра русский мир может напасть. Это показывает Украина, Грузия, это показывает Белоруссия, это показывает Казахстан. Видно? Поэтому и России надо чуть успокоиться. Никто ее не убивает, никто не нападает, никто не пытается ее захватить. Просто надо экономику поднимать, развивать страну. А если не можешь этого добиться, не надо войны придумывать, чтобы свой рейтинг поднять. Это очень неправильная политика. Оно работало в 80-х годах, 90-х. Сейчас оно не работает. Сейчас социальные сети любого быстро узнают, кто он такой. Любого быстро узнают, что он обманывает народ. Раньше можно было скрывать, сейчас уже невозможно. Знаете последние слова Таган Хэ? Зря мы поверили, что в этом мире существует справедливость. Куда шүкір, ол билгеніңіз, дүниеміз бадыр. Башка сөз жоқ. Зря мы поверили, что в мире существует справедливость. Если вы не верите в мире, что в мире существует справедливость, зачем жить тогда? А кто эту справедливость делает? Мы. Если мы ее не требуем, не желаем и не делаем, ее не будет, поверьте. Вот я вокруг меня требую, чтобы было справедливо. И я добиваюсь. И несправедливости много, конечно, но если никто не будет ее исправлять, она будет развиваться. Поэтому все зависит от нас. Всегда все зависит от нас. Никогда не надо жить, вот кто-то тебе сделает, это должен. Вот Курбанов придет, Туркменистан поменяет. Никогда не придет Курбанов, не поменяет Туркменистан. Если его не поддерживают, значит, надо встать и объединиться. Поэтому надо... Кто-то, если ведет правильную борьбу, поэтому надо с ним объединяться и бороться вместе. Почему? Когда борешься вместе, легче победить. Когда поодиночке борешься, невозможно победить. Можно маленькие локальные проблемы решить. Но проблема Туркменистана – это на уровне страны. Это не проблема Курбанова Мурада или ДВТ. Это проблема каждого туркменистанца. Кто живет внутри, кто живет снаружи. Поэтому ее должны решать все. Вот это надо понять. А справедливость всегда есть. Все зависит, кто ее требует или кто ее не требует. Только от него зависит. Это везде, во всем мире. Опять Давид пишет: поверьте моим словам, там в тюрьме ничего не докажешь, а семью твою замучит. Вот тогда начнешь думать, а где же наша справедливость, Европа? А при чем тут Европа? Европа делает максимально. Французский посол как приехала на второй день, уехала все тюрьмы проверять. В тюрьмах хоть порядок начался наводиться. Они делают. А кто об этом говорит, что в тюрьмах плохо? Вот вы вышли из тюрьмы, вы сделали репортаж, выступили, вот я был, было так, вот доказательства, я живой человек, вот мои письма, все. Никто же ничего не говорит. Да, мама, папа, дети убьют, зарежут, все сделают, разрубят на куски, поэтому я молчу. Эти отмазки надо забыть уже. У меня тоже есть мама, у меня тоже есть родственники. Их тоже уволили с работы, поверьте. И к маме приходят каждый день. И возле маминой машины дома 6-7 машин стоят, этих МХМшников. И 10 дней назад пришли, сказали, вашего сына умер, убили его. Она 2 дня плакала. Да. И вот недавно приходили.
позавчера. Давит. Да, 86 лет человеку. Она вообще ни при чем в этом деле. Все, что она сделала, родила сына и воспитала. Все. Жизнь. Или мы боремся, или мы прячемся. Вот два варианта. Поэтому я всегда предлагаю, выбираю вариант бороться, доказывать и наладить. Потому что это единственный путь добиться чего-то. Нету другого пути. Мы пытались 30 лет, ждали, вот один наестся деньгами, успокоится. Нет. Ниязов наелся деньгами, обогатил всю свою семью, везде начал памятники ставить, крыша поехала, стрелять людей начал, в бассейне этих молодых девушек 16-летних начал душить, убивать, в тень начал стрелять, с ума сходить начал, уже решил королевство сделать. Вовремя умер, вовремя Аллах забрал его. Второй еще хуже. Этот вообще на гитаре начал песни петь, обкурится, выступает, говорить не может, мяукать начал, не разговаривает. С ума вообще сошел. И если бы мы не встали, не остановили, поверьте, он бы и сейчас мяукал бы, и сын бы уже сидел, тоже начал бы мяукать. Поверьте, это благодаря оппозиции. Не только Курбанову, любого активиста возьми, любого этого, все боролись, все добились этого. Это потому, что мы боремся, что-то добиваемся. Если мы будем сидеть, вот Европа, вот на кухне хороший чай заварили, вот все сволочи, все я пострадавший, никто не помогает, я в тюрьме был, нам плохо. Так если вы в тюрьме были, вы должны в первых рядах быть, бороться. Почему? Потому что вы ощутили этот риск. Другие даже не понимают. Вы должны в первых рядах убеждать других. Вы же этого не делаете. Я, поверьте, Давид, я с уважением отношусь к вам, к вашему мнению, поэтому я выбрал ваше мнение. Но во многих вещах наши рассуждения расходятся, потому что вы рассуждаете, ну, как необычный человек, как масса людей, которые ошибочно рассуждают. Многие сидят на телевидении Соловьева, я имею в виду на программах, и рассуждают его мнением. Надо своим мнением рассуждать. Реально смотреть на вещи. Да, в тюрьме был, да, отсидел, да, сажают ни за что, да, дают ни за что вместо 5 лет 20 лет, да. Но как это остановить? Скажите, Европа должна прийти остановить? А при чем тут Европа? Европы никогда там не было. Когда в Европе сложные процессы проходили, когда она боролась за свободу, мы же не ходили, не помогали туда. А почему они должны прийти помочь? Если ты в очередь стоишь за хлебом, а что, Европа это делает? Нет, это Бердымухамедов делает. А почему мы ему не говорим, кто виноват, а мы говорим, кто вообще далеко живет и придумали себе в голове Европа? Почему? Потому что мы привыкли, чтобы кто-то за нас все делал. Мы не должны так строить свое государство. И своих людей, граждан, должны воспитывать правильно, объяснять, что мы сами должны все делать. Мы должны быть активными. Когда гражданская активность, когда активность большая, все будет. Вот посмотрите, я вам пример приведу. В Украине сейчас, то есть из-за Украины, в каждом мэрии, да, каждый маленький акимлик, проводятся объявления, собираются деньги в помощь Украине, собираются продукты, собираются вещи. Кто может кого принять? Там прямо на сайте повесили столько желающих принять людей. Туркмены приехали, поверьте. Я 16 лет живу. Здесь семьями люди ходили и не могли найти место, потому что не хватает, народ очень много приезжает со всего мира во Францию. Сейчас нету людей, кого вселять. Всем люди забрали, их домой держат. Наши туркмены приехали, поверьте. Они были у одного человека, его нету дома, он оставил ключи, все оставил. Они не идут туда, стесняются, потому что его нету там. Им дали в другом месте. Трехэтажную виллу дали. Такого не было никогда. Вот помогают люди. Почему они солидарны? Вот Европа. Деньги собирает, помогает. Я на митинг ходил здесь в поддержку Украины. И я вам скажу, народу было. Я такого не видел. Только против Макрона, когда выходили, это солидарность. Я даже интервью брал у людей. Почему пришли? Они говорят, мы не можем сидеть. Сегодня на Украину нападут, завтра на другого. А мы что делаем в Туркмении? Сегодня соседа сажают ни за что, мы сидим. Ай, басыр тарнай. Мы должны пойти и сказать, почему, на каком основании. Мы должны вот эту справедливость держать.
Мы ее не то что не держим, мы боимся ее. Мы должны требовать ее. Пришел один полицейский к соседу, начинает, и там мы сидим. Не медиа, все сидим. Все проглотили. Надо прийти и сказать, феноменально. Тот человек, к кому пришли с претензией, он не может защищаться, он один. Надо прийти, поддержать. На каком основании ты пришел? Что ты хочешь? Вот у меня это. Вот объясните ему законы, объясните ему, что он вообще не может приходить, позвать других соседей, собраться сразу, отстоять этого человека. Мы же этого не делаем. Мы отсидели, и мы говорим, что да, я получил удар, но мне никто не помог. А кто тебе должен помогать, если ты никому не помогаешь, если ты молчишь? Никто. Причем тут Европа? Это равносильно, как я только что объяснял, сидеть дома и говорить, вот несправедливо, мне хлеб с магазина продавец, который продает хлеб, не приносит домой. Почему? Он даже не знает, что ты хлеба хочешь. Ты должен прийти купить. В Европу хочешь, чтобы помогла? Ты должен все доказательства прийти, как мы хотим, и попросить помощи. Они встанут, естественно. Встанешь за Украину? 5600 санкционных позиций дали России. Чтобы вы знали, Ирану 2400 дали. Они переплюнули все. Как Россия своим ядерным оружием брызгала. Теперь молчит он. Потому что они сказали, если запустят, мы готовы. Шантаж закончился. Все на место начало приходить. Поэтому мир очень серьезен. Это мы не серьезны. Не забывайте это. Это мы не серьезны. И Европа серьезна, и Америка серьезна, и Россия. Все серьезны. Это мы не серьезны. Мы к своей стране плевательски относимся. Поэтому какой-то Бердмухамедов поступает с народом как хочет. Потому что мы молчим. Мы ему позволяем. Поэтому не надо винить кого-то. Надо винить себя. А что я сделал? А что бы я мог сделать? Мы никогда не думали об этом. Еще раз Давид задает вопрос. Дорогой Мурат, мы ничего не сможем изменить, можно, если только через войну. А зачем нам война? Лучше худой мед. Европе вообще верить нельзя. Европа вообще при чем, скажем так, чтобы ей верить или не верить? Она что, гарант твоих социальной жизни в Туркменистане? Нет. Она что, гарант чего-то в Туркменистане? Нет. При чем тут она? При чем тут Европа в твоих личных проблемах? Личной стране? Ни при чем. Поэтому это вообще мнение ошибочное. Мы ничего не можем изменить. Вот у туркмен есть такая вещь, да, когда начинаешь говорить, они говорят, ты просто болтаешь. Когда начинаешь протесты делать, сам приходишь и зовешь людей, они говорят, нет, это не поможет, надо оружие брать. А когда надо оружие брать, они говорят, нет, уже партизаны исчезли. Даже главнокомандующий партизан исчез. Все исчезло. Нету. То есть это отмазки. Берем оружие, берем оружие. Делаем протест, делаем протест. Выступаем, выступаем. Но ничего же не делаем. Я не толкаю вас брать оружие. Просто я говорю, хоть что-то конкретно сделаем давайте. Хватит уже эти вот отмазки непонятные. Я уже даже не слушаю. Мне просто обидно за этого человека, что он сам верит в эти отмазки. Поверьте, надо реально жить. Можем, надо делать. Сейчас мы видим, что можем сделать. Надо идти вперед. И надо бороться. А эти все, вот без оружия не решишь. Решишь. Президент хоть каждый день инаугурацию проводит свою, каждый день эту медаль ставит, каждый день руку на Коран ставит, каждый день руку на Конституцию ставит и обманывает весь мир пускай. В любой момент народ поднялся, смена режима, все. Да хоть там демократический режим будет. В любом моменте народ встает, он является высшим органом власти и высшим органом страны. Он меняет его. Кто бы ни был, поверьте. Потому что это выше Конституции, это выше законов Туркменистана. Вот это мы и делаем. Основываясь на международные нормы и законы. Потому что эти международные нормы и законы в Туркменской Конституции, к сожалению, не учтены. А они по Конституции являются выше, чем Конституция. Поэтому мы не нарушаем ничего. Это Бердмухамедов нарушает. Это надо у него спрашивать. Но нету таких туркменов, которые могут у него спросить, поверьте. Хотя бы по интернету. Нету. Мало. На пальцах можно посчитать. К сожалению.
Поэтому винить кого-то не надо, надо самим двигаться. Давид, огромное спасибо за острые вопросы, которые вы задали. Я высказал свое мнение, вы можете быть не согласны, и это правильно. Единственное, я вам дал другое измерение, другое мышление, которое я считаю справедливое. Вы должны сами принять решение, на каком мнением или найти свое мнение, которое было бы правильно. Потому что вам надо выстраивать с собой правильные отношения, справедливые. Если их не будет, если фундамент, стержень не будет у вас справедливый, все, жизнь на смарку идет. Следующий вопрос Даврон Увайдулаев задает. Посмотрел ваше интервью, согласен с общим, конечно, с конверсией ваших доводов к теме, но есть просто один ответ на все это. Называется факт. Вот он. Президент Сердар, и теперь с этим жить народу, этому народу. Народ не встанет никогда, и призывать к этому бесполезно. Хотя бы это вы все сидящие за рубежом, а не в стране, а значит, ни внутри данной системы понять не можете. Каждый день я общаюсь с туркменистанцами внутри Туркменистана. Изначально я выбрал метод работы, то есть из своего опыта скажу. Если мы решаем эту проблему, то надо вот у этих же у людей спрашивать. Не спрашивать это в Турции, в Америке и так далее. То есть работать там, где ее и надо решать. То есть внутри Туркменистана. Поэтому я общаюсь со многими. Поверьте, за 1,5 года очень сильно мнение поменялось. Все хотят перемен. Все хотят изменений. Никто не хочет Бердымухамедов, не только его сына, вообще слышать фамилию не хотят. Это не было 1,5 года назад. Сейчас они начали понимать это. Это благодаря нашим выступлениям всех активистов, всех людей. И Халмурат Суенов, и Климов, и Гельдекер, всех активистов. Благодаря этому. Поэтому они поменяли свое мнение. И очень большие перемены идут в Туркменистане. Вы смотрите только на финал. Финала нет, не встанут. Встанут, еще как встанут. Побегут даже. Посмотрите. В выборах участвуют из Туркмении. О чем вы говорите? Поэтому там такие условия как бы сложные. Они пробивают эти условия, поверьте. Я скажу, смог бы я это сделать в Туркмении? Вопрос. Я был в Туркмении, жил. Я вам скажу, когда я распечатал первый раз программу Ардавирлык и читал на 100 страницах, случайно остался в офисе, распечатал у себя и в сумке 2 дня достал, у меня чуть бы сердце не остановилось. Это был 2000 год, когда режим был мощный. Я в сумке таскал, я в министерство ходил разные, в сумке у меня было это. И читал, в приемных сидел, читал это все. Я боялся. Точно так же люди боятся. Их нельзя обвинить в том, что они трусы. Нет. Надо время. И время играет на нас сейчас, не на диктатуру. Почему? Диктатура борется не только с туркменским народом, со всем миром, со всеми социальными программами, со всеми интернетами, со всеми адекватными вещами, а их много в жизни. Поэтому он проиграет, это однозначно. У него ни сердца не хватит, ни энергии. Сердара Бердымухамедов приговорил, назначив президентом. Поверьте, его можно было оставить в живых в стороне, он его сам приговорил. Он не понимает, психически больной человек не понимает, что власть он потерял. Он ее просто тянет, держит. И он теперь в потерянную власть, в утопающую лодку засунул Сердара и считает, что он выиграл. Он не выиграл, он проиграл. Он подставил свою семью. И Сердар Бердымухамедов должен правильно понимать это. Следующий вопрос. Здравствуйте, Ромашка Белая задает вопрос. Здравствуйте, Мурат Курбанов. Очень хотелось бы увидеть в ТМ энергичного, умного, начитанного президента, который бы смог сделать все для своего народа, чтобы каждый гражданин Туркменистана, находясь в любой точке мира, чувствовал себя по-настоящему защищен своим государством, как это делают все государства мира. Кроме того, кроме ТМ. Но давайте не будем пессимистами и будем молиться и надеяться на победу героического украинского народа. Ведь с позорным уходом главного диктатора-террориста, военного преступника Путина с власти уйдет и эпоха диктаторов Лукашенко, Алиев, Назарбаев, Такаев, Рахмонов и Бердымухамедов. Да, нельзя не согласиться с этим мнением Ромашки Белой. Она правильно сказала. Нам нужен в Туркменистане такой президент. И я за такого президента. Кто бы ни был. Пускай он будет лучше меня, пускай он будет за народ умирать. Это же классно, смотрите. Я бизнесмен.
Я приехал в Туркмению, делаю бизнес. Есть какой-то президент, который защищает мои права, защищает права туркмен, все по закону. Ты сидишь, только получаешь удовольствие. Ездишь на рыбалку, в Туркмении бизнес идет, все. Зачем эти головные боли? Поднимать страну, днем и ночью работать, отчитываться перед народом. Ты президент не только богатых людей, ты президент и того, который в Кёнигсберге учится, бедный, в очередь стоит, жилья нету. Ты президент и того, который, скажем, в Эритрее в тяжелом положении оказался, позвонил в посольство. Ты президент всех. Ты должен всех вытаскивать, спасать. Ты должен поднять страну. Это сумасшедшая ответственность. Проще быть простым бизнесменом, отстроил 100 человек команду, бизнес идет, быстро отрегулировал, зарплату раздал, сидишь, отдыхаешь. Поэтому я бы тоже хотел такого президента иметь и спокойно жить. Поэтому мы должны выбрать такого сильного, хорошего, энергичного, который будет умирать за Туркменистан, который за Туркмен будет биться днем и ночью. Мы должны выбрать такого. Надо найти такого. Мага 77 задает вопрос. Байдан и Макрон стали как будто богом. Че вы так? Вы что, забыли? Макрон про мусульман говорил. Он же ненавидит всех мусульман. Короче, вы знаете, что делать. Ждем результатов. Удачи. Еще один момент. Если вы будете президентом, что будет? Я уже объяснил, если я буду президентом, то есть если сейчас меня выберут, я буду добиваться того, чтобы в Туркменистане признали эти выборы. Если Туркменистан признает, я буду там объявлен президентом, в первую очередь я проведу выборы заново в Туркменистане. Всю оппозицию затащим, все пускай приедут, все граждане Туркменистана приедут, проведем выборы как положено. Покажем всему миру, что открытые честные выборы. Кто победит? Народ выберет. Мы не можем это угадать. Относительно Макрона, Байдена, это их проблемы. Я не думаю, что борются против мусульман. Я против того, чтобы мусульмане в мечети, то есть в церкви здесь, леглиз называется, да, Франции, резали головы этим вот, кто там проповеди делает. Это тоже неправильно. Или с автоматами расстреливали там, в редакцию заходили люди. Это тоже неправильно. Есть другие способы борьбы, более эффективные. Поэтому я думаю, что мы все виноваты, что мусульман так принимают. В этом виноваты мусульмане. Они поддаются провокациям, поддаются всем. Мусульмане должны проповедовать мир, проповедовать порядочность, честность, открытость и мир. Это они делают. Не всегда удачно, но делают. Поэтому причем тут Макрон или Байден? Никто не сможет бороться против мусульман. Это нереально. Поэтому, смотрите, во Франции очень много мечетей, очень много открываются школ мусульманских. Вот у меня сотрудники работают, да, они преподают в мечетях. Я с ними много чего советуюсь. Их мнение узнаю. Они изучают Коран, изучают это, преподают детям, знания дают религиозные. Я не думал, что религиозные знания есть учение, есть, значит, там градация. Это. Я не думал. Я думал, просто мулла объясняет, ты читаешь Коран и молишься, и все. То есть я не думал, что есть глубокие учения. Оказывается, есть. И я очень рад, что они очень глубокие и серьезные учения. Поэтому причем тут Макрон, Байден? Макрон, Байден борются против беззакония, против несправедливости. Вот. Я со многими вещами Макроном не согласен. Но в этой войне он был очень эффективен. Это надо так и уметь управлять. И санкции дать, и в войну не вмешаться, чтобы не поднять Третью мировую. И санкции дать, и поддержать Украину. И с Путиным разговаривать. Это надо и уметь. Очень серьезные дипломатические навыки и очень большой опыт политической борьбы. Поэтому, как бы я его как бы относился к Макрону, он молодец. В последнее время он четко работает. Он президент Евросоюза. Он обязан это делать, и он делает это. Следующий вопрос. Исмаил Селивери дает. Есть мусульманский хадис. Единогласие побеждает, а разногласие проигрывает. Нельзя ли объединиться? Ведь мы же мусульмане. Мой вам совет, если хотите выигрыша, объединяйтесь, все активисты вместе вы сила. Очень правильно. Исмаил, я с вами согласен. Только объединением. Если объединения нет, то получается одна кучка людей хочет чего-то добиться. Лучше этого не делать.
Если нас не поддерживает народ, не надо этого делать. Мы не будем этого делать. Значит, народу Сердар нужен. Значит, еще нужно время, чтобы он, скажем, это поколение умерло и появилось новое поколение, которое не примет эти запреты, не примет вот эти вот ограничения, которые хотят свободно жить. Значит, надо ждать этого поколения. Поэтому сейчас нам надо или проснуться, или остановиться. Я предлагаю проснуться и бороться, объединиться всем. Вот я за это всегда. Так, вопросы уменьшаются. Ураева Гуль Ираева. Ни программы не озвучили, ничего, уровень такой примитивный, одни партии и платформы. Гонка – это когда полетите в страну. Если вы смелые, ради Родины вперед. Мы объявили свою программу, политическую платформу. Теперь будем рассказывать экономическую и социальную. Мы еще даже не рассказывали ее. Поэтому все впереди. Просто неожиданно выборы назначены, и мы не были готовы. Надо признать это. Никто не был готов. Ни народ, ни оппозиционеры. Мы знали, что он должен назначить, но мы не думали, что в такие короткие сжатые сроки. В Туркменистан обязательно поедем. Без этого мы не сможем победить. Мы себе отчет отдаем в этом. Атаназар Мадраимов. Мурат Курбанович, живу в Перу. Как голосовать, подскажите, мне 60 лет. Смотрите, будет электронное голосование. Там идентификация идет по номеру и даты выдачи паспорта. Будут видеоролики. Мы вот ждем от ребят, которые проводят выборы, все вот эти материалы. Как появятся, я вам более точно расскажу. Пока я тоже жду это все. Но все будет объяснено, вы не волнуйтесь. Теперь я хотел бы подытожить, да, уважаемые туркменистанцы. По результатам первого тура, вот наших голосований, мы получили результаты. Основной кандидат набрал 49,8%, ему не хватило около 8 тысяч голосов, то есть 0,2%. Второй кандидат оказался Сердар Бердымухамедов, который набрал 16 чем-то процентов. В итоге мы обязаны, согласно закону о выборах Туркменистана, 79 статьи, перейти во второй тур голосования. Второй тур голосования мы ужесточаем идентификацию и проведем так, чтобы эти результаты можно было представить Европарламенту и всем международным организациям и доказать, что наши выборы были открытыми и честными, чтобы получить статус, чтобы заехать в Туркменистан и провести там свободные, честные выборы. Относительно выборов, которые провели в Туркменистане, там собрали всего 8%. И это административный ресурс. И 3-4% из 8 там были люди, которые, верят, наверное, этому Сердару Бердымухамеду или не увидели других кандидатов и дали свои голоса. Это все фальсификация. На выборы пришло 275 275 человек. На наши проведенные в первом туре выборы пришли более 408 тысяч человек. Поэтому у нас выборы открытые были, более прозрачные и более справедливые. Поэтому мы уходим. Мы не принимаем эти выборы в расчет. Так называемый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов каждый день может инаугурацию делать, ставить одну руку на Конституцию, другую на Коран, одеть эту медаль и кричать каждый день, давать свои обещания. Все это липа. Поэтому мы не принимаем, народ Туркменистана не принимает это. Поэтому и 8% пришли голосовать. Не хотят они сына еще одного идиота, от идиота папы, психически больного человека, второго идиота не хотят. Они хотят слышать фамилию Бердымухамедов. Настолько они устали от них, что не хотят участвовать в выборах. Это самое страшное, когда человек не хочет участвовать в выборах, значит, он не верит ни во что, он вообще потерял надежду на изменения. Вот это вот сделал наш народ. Сейчас мы с очень большим трудом их привлекаем во второй тур голосования, убеждаем, что надо голосовать, надо свою позицию дать, надо свой голос отдать. Вот. И мы посмотрим результаты выборов. Если победит Сердар Бердымухамедов, мы остановимся. Это значит правильно было. Наоборот, мы выйдем и скажем, вот результаты голосования. Если не победит Сердар Бердымухамедов, а победит наш кандидат, в частности это я, то в этом случае мы будем отстаивать наши права. Права всех, кто проголосовал и дал голос. Вот весь результат. Еще мне задают вопрос,
Мурат Курбанов, по результатам первого тура мы обязаны провести второй тур голосования. Мне задают вопрос, я не знаю кто, не написано кто. Мурат Курбанов, это несправедливо. Мухаммед Дуиджи тоже борется. Почему его не включили в список, значит, кандидатов? В список кандидатов мы включили тех, кто вышел и объявил себя сам. Если Мухаммед Дуиджи не хочет себя объявлять президентом и не хочет бороться в предвыборной кампании, мы не имеем права его брать и объявлять. Потому что, может, он вообще не хочет этого делать. Поэтому мы и не включили его. Мы включили всех. Включили 9 кандидатов внутри Туркменистана и включили 4 кандидата. Кто изъявил желание участвовать? Это Курбанов Мурат, Нурмухамед Анаев, Гельдик Аризов и Ахмед Рахманов. Почему Дуяджи себя не включил? У меня тоже этот вопрос. Он боролся, много чего сделал. Почему он себя не включил? Задайте ему вопрос, это мне тоже очень интересно получить ответ от этого. Поэтому, как вам сказать, мы не можем включать людей, которые не хотят участвовать. Это несправедливо, по крайней мере. Если бы он участвовал бы в выборах, я был бы очень рад. Потому что чем больше кандидатов, тем больше возможностей у людей выбрать. Может, у него предвыборная кампания мощнее. Может, он смог бы убедить людей сильнее, а он может убеждать. Может быть, люди больше дали бы ему голоса. И, может быть, в первом туре он выиграл бы этого Сердара, и мы бы за него все отдали голоса и пошли бы в Туркменистане отстаивать это. Почему это не сделали? Не могу знать. Еще раз я напоминаю всем нашим гражданам, что второй тур голосования президента Туркменистана состоится 2 апреля. Прошу всех участвовать в этих выборах. Почему? Потому что решается судьба народа, ваших детей, ваших родственников, которые в Туркменистане, всех. Это судьба туркменов. Всех, которые носят сегодня паспорта Туркменистана. На этом я заканчиваю свое выступление. Я всем вам желаю в первую очередь здоровья и желаю справедливости и долгих лет жизни. Спасибо.